Командир батальона военной полиции Министерства обороны Российской Федерации майор Нумахаджиев Руслан Мухасович. Повтори, Горец-2, Горец-2. Заместитель начальника Центра примирения враждующих сторон города Алеппо подполковник Аксенов Александр Викторович. В Сирийскую Арабскую Республику мы прибыли в середине декабря прошлого года, а непосредственно в Алеппо мы находимся в 20-х числах прошлого года. Состав с тобой работает. Я имею. Обстановка в городе Алеппо, а также вблизи него остается напряженной, но личный состав военной полиции готов выполнить любые поставленные перед ним задачи. Все, слушай меня. Наш батальон укомплектован в основном. Большая его составляющая часть — это чеченцы. Но также у нас есть другие национальности. Наш батальон, можно сказать, интернационален. У меня в управлении, например, батальона 4 национальности и 4 вероисповедания. Я сам суннит, мусульманин, чеченец. Заместитель мой по работе с личным составом, например, шиит. Также у меня в управлении батальона есть бурят, буддист. Также у меня христиане, православные. От БТРа, куда? БТР дальше. За БТРом выставляешь, и здесь 2-3 человека. Да. Пусть это никого не смущает. В первую очередь мы все россияне. Потом мы военнослужащие российской армии, а все остальное потом. Непосредственно в городе Алеппо мы находимся в оперативном подчинении Центра по примирению враждующих сторон. И вот с этой стороны, вот здесь стоят, да? Да, вот два перед. Если ты на себя Никого не пускать, никого. Я один мадык оттуда не прошел. Я принял. При разминировании, когда работает отряд разминирования, наша основная задача – обеспечение безопасности самих военнослужащих саперного отряда. Плюс к тому же мы делаем все возможное, прилагаем к этому все усилия, чтобы не пострадало гражданское население. Мы выставляем отцепление, изолируем гражданское население от мест, где проводится разминирование. Как бы нам доверили эту задачу, и мы, уверяю, сделаем все, чтобы выполнить поставленную перед нами задачу. Очень этим гордимся на самом деле. А ты давно в армии? Да нет, недавно. Примерно 1,5 года, не больше. Жена, дети? Да, есть. Вот людям помогаем. Салам алейкум. Да, налево, право. Эй. Направо? Направо. Пускай уходит. Мы благодарны судьбе, что нам оказано такое доверие, что именно мы представляем здесь Россию, и что нам доверили выполнять от Российской Федерации эту миссию. Мы сегодня здесь представляем, как я понимаю, весь российский народ, чеченский народ.
И я думаю, мы с поставленной задачей справимся. Личный состав военной полиции применяется в боевой обстановке впервые. Считаю, что накопленный боевой опыт будет проанализирован и будет применяться в последующем нашими войсками. Так куда едем? Стоять! А вот там машина. Какое первое впечатление у вас о городе осталось? Ну, первое впечатление вообще-то было неизвестности. В первый раз в таком городе. И не знали, что, где, что, чего ожидать. Вот это вот было начальный период вот напряженный чуть-чуть. А потом освоились, командование нам проинструктировало все как есть, какие задачи. Какие еще могут быть впечатления об этом городе? Очень сожалеем, что он разрушен весь. Люди хотят жить мирно, это видно по ним, по самим. Поэтому очень надеемся, что в скором времени здесь все утрясется и все будут жить уже все-таки мирно, уже хватит как бы. Вот, очень на это надеемся. Много очень работы нашим саперам, которые днем и ночью, можно сказать, работают здесь. Отдельно им спасибо. Очень страшно выглядит наш город, старый город. Вот в данный момент это мечеть, около 300 лет ему. Все развалено, все разрушено. В данный момент хочется вот определить этих боевиков, как бы показать их действия, которые здесь они вот натворили, здесь много чего плохого, и дать мирную жизнь мирным сирийцам, гражданам здесь, которые проживают. Да нет, недоверия абсолютно вот к мирным жителям не было. У меня его и не будет никогда, потому что мирные жители ни в чем не виноваты. Но вот так как нас инструктировали, осторожность была всегда, потому что неизвестно, где чего ожидать. Даже первоначально, когда мы прибыли с первого дня, мирные жители настолько к нам вот хорошо относились, там, спасибо, русы, ну и так далее, понимаете, очень, очень хорошо, дружно встретили все. Что? Руками. Ёп! Вот это? А, все правильно. Это сейчас саперов, наверное. Это готовое это для того, чтобы поджечь. Это, ну да, самодельные гранаты. Все, отойдите, руками не трогайте это. Отойдите. Население очень часто обращается к нам. Основными ими проблемами бывает, конечно, кто-то что-то украл, кто-то кого-то обидел или еще что-то вот ну, такого либо характера. Постоянно кто-то жалуется на кого-то. Мы, конечно, решаем эти вопросы через местную полицию. Мы ставим их в известность и, конечно же, требуем от них отчета, что по этому поводу проведено. Самый, Потап, Усман, вы, блин, смотрите, наблюдайте. Она взорвется в любое время. Сейчас наступишь куда-нибудь, ну, Да вот сейчас буквально недавно мы обнаружили на улице лежащие 2 трупа, да и в подъезде мы нашли 2 трупа. Что делаем? Сообщаем местным властям, полиции. Прилагаем, чтобы все усилия, чтобы они быстренько забрали, там неважно, боевик он, не боевик он. Главное, в скором времени этот труп начнет разлагаться. Во избежание этого мы требуем, чтобы все это убрали и захоронили. давай, помогай. Ты давай сюда, с этого, вот возьми, ты вот это возьми. Возьми. Это Джабхат Нусра. Джабхат Анусра? Ну все равно, хоть Джабхат Анусра. Он мертвый, он сейчас не Человек труп. вонять будет. Понял? Надо похоронить. Окей? Все равно же, блин, хоть даже Джабхат Анусра, они люди. Получилось так нехорошо у вас страной.
Уже знакомо, блин. Понимаешь, вот эта аура для меня уже знакома, блин. Вот эти разбитые дома, запах пороха. Уже все не нормально. Да, у нас есть боевая техника. Это тайфуны на базе КАМАЗа и тигры на базе ГАЗа. Пока что она нас не подводила, пока мы довольны. Машина нормально, хорошо ведет себя. Управление очень удобное, обзор очень хороший, мягкая, камеры, круговой обзор. Задом можно рулить, закрыть, это, несмотря в зеркала, просто по камерам. Очень удобная машина. Да, коробка автомат. Да, восстановление 10 минут, что к чему, и научились сразу. Так. Товарищ майор, заместитель командира взвода старшина Абдул Муслимов. Пошли показывай. Обеспечение нашего подразделения под жестким контролем нашего командования. Мы каждый день на связи с нашим руководством. Мы ежедневно отчитываемся о проделанной работе. Все наши проблемы мы ему озвучиваем. И, как правило, они решаются. Одно из спальных помещений личного состава. Сколько спальных помещений у тебя всего? 2 спальных помещения. 2 спальных помещения. Иди сюда, заходи. Так, постельную группу получали? Так точно. Меняли? Так точно, 2 дня назад. Все хорошо. Все вовремя, все как надо. Все как... 2 спальных помещения. Вот. Порядок. Все как обычно. Так, Помещение отапливается. топливо получаете своевременно? точно. Так. Жалобы есть у вас? Жалоб никаких нет. Заявление. Никак нет. Все нормально. Рамзан Ахматович Кадыров поставил задачу. Ежедневно мы даем отчеты в Чеченскую Республику про наш быт, про настрой военнослужащих. Пока что у нас все нормально. Вот столовая. Здесь мы принимаем пищу. Повара кто? Повара наши и приданные. Есть повар. Наши штатные повара? Так точно. Добрый день. Здесь у нас медицинский пункт. Командир батальона военной полиции майор Нумахаджиев. Здравия желаю. Мои люди у вас лечатся иногда, да? Да. Обращений много? Да, нет. Нет, да? Лекарств? Все хватает у вас? Хватает, все есть. Ну, слава Богу, что все есть. Обращаю внимание за контроль за личным составом. Есть. Внешний вид и несением службы. Есть. Чтобы замечаний, нареканий у нас не было. Помни, что мы военная полиция. Есть. Есть. Да. Так, задействуем завтра на спецподготовке, задействуем личный состав, который у нас там размещен. И с севера возьмем личный состав. И здесь проведем. Остальные все на гуманитарном. Для поддержания боевой готовности нашего подразделения мы регулярно проводим тренировки, занятия по тактике специальной подготовки. И для улучшения нашего взаимодействия с местной военной полицией и просто полицией мы в последнее время начали проводить совместные тренировки, чтобы сблизились наш личный состав и чтобы вдруг придется вместе поработать. По периметру всего автомобиля находятся камеры. Соответственно, экраны работают сенсорно. Военнослужащие, которые сидят в данном автомобиле, могут видеть
что творится за бортом. Если гидравлика вышла из строя по каким-либо причинам, есть у нас дверь для быстрой эвакуации. Она открывается ручкой. Все. Военнослужащие начинают эвакуироваться отсюда. Наша основная задача – это поддержание порядка, охрана обороны военных объектов и обеспечение безопасности. Но если кто-то применит против нас силу, ответ будет адекватным. Отстреливаю, бам-бам-бам-бам-бам. Ты должен ближе ко мне, чтобы я чувствовал тебя. Вот, активно, понял? Вот, идем. Даже можешь толкать меня чуть-чуть. Вот, идем. Я меняю магазин. Опа. Развернул. И я уже вижу, куда у меня магазин идет. Вот, я накрыл его, вставил. Даже я сразу отсюда могу его передернуть. Вот. И навел сразу работу. То есть эта группа примерно работает, он с ним работает, он должен с ним работать. На колени. Удобно было падать? Вы не задумываетесь как бы ни о весе, ни о чем не задумываетесь, вы просто тупо упали. Всё. Благодарю вас за сотрудничество. Огромное вам спасибо. Самый запоминающийся самый момент такой, это был при выдаче гуманитарной помощи. Вот. То, что люди на самом деле, по глазам было видно, они очень благодарны, они очень рады. И некоторые выучили русский язык, даже некоторые слова. И когда толпы людей кричали на самом деле «Лав Россия», «Лав Руси», «Лав Руси» и «Спасибо, Руси». Вот это на самом деле было очень приятно, и думаю, это каждый из нас запомнит надолго. Самый запоминающийся и приятный момент это был. Больше всего поразило то, что местные жители к нам относятся радушно, приветливо. И я так понимаю, это происходит из-за того, что мы осуществляем реальную поддержку, проводим реальные гуманитарные акции с населением, а не как иностранные государства, только по средствам массовой информации, по газетам. Почему нас отправили сюда? Потому что мы, наверное, близки по вере, по традициям. Мы друг друга понимаем. Чеченцы, которые были до нас здесь, в Алеппо и вообще в Сирии, я очень много общаюсь с местным населением, говорю, когда они нас называют шишенами, шишены у них, получается, это как варвар, как вор, как бандит. Те чеченцы, которые были до нас, они об них отзываются очень с негативной стороны. Но когда они узнают, что мы чеченцы, они удивляются. Они сейчас подходят, здороваются, обнимаются. Это такой позитив создает. Они не знали других чеченцев. Я благодарен своему командованию и нашему руководству Чеченской Республики, что нам предоставили именно этот шанс побывать здесь и исправить эту ошибку. Насколько мне известно, подразделения военной полиции других иностранных государств занимаются охраной и обороной военных баз. В данном случае мы выполняем более широкий спектр задач.
В город начали возвращаться мирные жители, при этом они не могут получить первую доврачебную медицинскую помощь. В связи с этим наши госпиталя разворачивают, осуществляют выезд медицинских бригад и разворачивают медицинские пункты для оказания первой помощи. При этом подразделения военной полиции осуществляют, обеспечивают безопасность медиков и гражданского населения, которые приходят в данном случае для получения первой медицинской помощи. جينا اول شيء مشان انه مرضانين نحن مشان يعالجونا ويعطونا ادويه، وعم بيعطونا ادويه وكله تمام، الامور كلها الحمد لله كلها تمام الحمد لله، والادويه متوفره وكل شيء متوفر. شو الوضع هون عندكم السكن والحياه؟ السكن كثير كويس، بس منا المي والكهرباء، ان شاء الله تتوفر بس المي والكهرباء، وكثير كويس، الاكل فيه وخبز فيه وغاز يامنونا كمان شوي جراد غاز كمان. كل الامور ان شاء الله تمام. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. Операция реконструктивная. Она должна месяц лежать в больнице, иссякается рубец, гипс накладывается, чтобы нога не сгибалась. Больше всего запоминающееся здесь в Сирии у меня – это разрушение. Хотя разрушение я видел и до этого, но вот это мировое наследие. Вот в данный момент мы находимся в цитадели. Здесь, когда заходишь, создается такая аура средневековья, древности. Себя чувствуешь таким каким-то воином средневековым. Это надо быть до такой степени варваром, чтобы это все разрушить. Недавно работали в старом городе. Там непередаваемая красота. Узкие улицы, все уложено, так красиво сделано. Я это видел в первый раз в своей жизни. Но как это можно так все это разрушить, я не понимаю. Это наследие надо было беречь веками. Тот, кто это делал, я не понимаю, кто он такой. Я не знаю, сколько продлится у меня здесь командировка. Я имею в целом нашего подразделения. Но когда мы отсюда уйдем, я хотел бы, чтобы у местного населения осталось впечатление такое, что в Чечне у них есть братья. Так что с нами Всевышний и правда с нами. Да, Бог